Глава Ингушетии принял у себя дома священнослужителей, алимов, старейшин, коллег и просто друзей. Выехать туда на месте, пошагово, везде пройти. В чем причина в этом селе? Улучшение водоснабжения и деятельность оперативного штаба обсудили на совещании у Юнусбека Евкурова. Путевки в детские лагеря предоставлялись детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей. Финансирование социальных выплат – главный вопрос на повестке дня заседания Народного собрания региона. Пристегнитесь, братья! Акцию безопасности провели ГИБДД, Ком молодежи и отряд добровольчества. Сегодня было интересно, классно. Мы сегодня плясали, нам давали подарки, мы пели, танцевали. Ребенок-дошколенок уходит в 1 класс. Выпускной сегодня провели в детском саду «Волшебный замок». Это новости 24. Добрый вечер. В честь священного для всех мусульман месяца Рамадан в Ингушетии повсеместно проходят праздники разговения – ифтары. Глава Ингушетии, принимающий активное участие в духовной жизни республики, не остается в стороне от неофициальных встреч с религиозными деятелями. Накануне он пригласил к себе домой известных священнослужителей региона, старейшин, коллег и друзей на вечернее разговение. Среди гостей были представители разных тарикатов. Об этом ингушский лидер сообщил на своей странице в Инстаграм. Цитата. «С удовольствием принял священнослужителей, алимов, старейшин, коллег, просто друзей. Да примет Всевышний наши молитвы». Конец цитаты. До начала ифтара известный богослов Ахмед Пошев объяснил значение этого события, и что в первую очередь Рамадан – это время поклонения Всевышнему, борьбы со своими страстями, воздержания от сквернословия и злых помыслов. Помолиться и поесть по окончании постного дня мусульманин может и дома. Однако, когда мы совершаем коллективную молитву, вознаграждение за нее свыше дается многократно, уточнил имам. Благодатное мероприятие открылось чтением аятов священного Корана. Юнусбек Евкуров поблагодарил всех гостей за то, что они пришли, а также пожелал всем мира, благополучия. Встреча завершилась коллективным намазом, а также мольбой ко Всевышнему о сохранении мира, согласия и единства в Ингушетии. План развития вверенных территорий должны представить главы городов и сел в ближайший месяц. Такое поручение озвучил на совещании глава республики. Помимо прочего, на собрании обсудили меры улучшения водоснабжения в населенных пунктах региона и деятельность оперативного штаба в период священного месяца Рамадан. Все подробности далее. В рамках проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих водозаборных сооружений, в том числе и строительство объекта водоснабжения. В частности, бурение и обустройство 26 артезианских скважин, 51 километр водопроводных сетей, строительство 3 водонапорных резервуаров и 2 водонапорных емкостей, а также насосные станции, расположенные в городе Малгобек. Всего мы планируем сейчас в проектировании 26 артезианских скважин, 51 километр водопроводных сетей. В разрезе по объектам, по городу Магаз предусмотрено бурение и обустройство 8 артезианских скважин в 16 микрорайоне на территории существующей площадки водонапорных резервуаров. Назрань, вот это место, где у нас существующий водозабор, пробурить еще 14 артезианских скважин, это добавит дебит воды 40 тысяч кубов в сутки. Это как бы стратегическое направление. И от него вывести водовод до Плиева. Мы тогда обеспечим Газиюр, Барсуки, Плиева и части Кажева водой, а Назрань тогда уже и Альтиевский водозабор будет работать чисто на Назрань, на Назрановский, это комплекс. То есть Назрановский водозабор туда, да. А вверх, где Альтиева стоят, это чисто на Назрань. Да, да, тогда вот эти все вопросы, они как бы снимутся сами по себе. Но у нас там уже разведка проведена, в Плиево, в Газиюрте у нас воды нет, да? Там вообще воды нету, подземных вод, да, нету воды. Из-за этого там проблема. Есть Плиево в сторону Карабулака, но там она очень глубокая, 550 метров, и дебит там очень маленький. То есть добыча воды за счет электроэнергии станет нерентабельной.
Так, а у нас есть понимание, как мы через федеральную трассу будем переводить? Согласование, мы сейчас на согласовании находится. Я не думаю, что там будет проблема с этим. Она доходит до Гамурзиева и поворачивает туда, в сторону, по каналу. С водоканалом мы прошли эту трассу. Понимание, как проложить эти трубы, есть? Есть. Да, там метр прокола. По трассе метр прокола, да. Нет, метр прокола, там, вы смотрите, диаметр трубы там большой. Диаметр 450, чтобы забрать все 40 тысяч кубов. Это будет в первую очередь до Плио, в магистраль попадаем. А дальше мы ее ведем до Карабулака, там, где насосная станция. Юнусбек Евкуров заявил, что информацию о строительстве водопроводных сетей в республике необходимо доводить до населения. Глава Ингушетии отметил, что совсем скоро вопрос водоснабжения в ряде населенных пунктов будет закрыт. Так, в Плиево проблему сможет решить водозабор Магасская магистрали, а жители Аршты пока обеспечат привозной водой, но в будущем они получат новые объекты водоснабжения. Выехать туда на месте, пошагово, везде пройти. В чем причина в этом селе? Потому что когда в Чулуках не было лет 5 назад, я туда выезжал сам, уже сам пошел по улицам. Одна из причин была, что многие к основной трубе подсоединились не соответствующим диаметром трубы, а в разы больше, 4-5 раз превосходящим. И воду на входе в село забирали они. А уже в центре села, в конце тем более, воды не хватает. Хотя село получает там необходимое количество дебит воды. И тот, кто больше воды получает, у него получается, что питьевая вода, она используется на все случаи жизни. Хотя есть техническая вода, есть другие механизмы. В том числе заправки, и особенно мойки. Когда в селе, в городе, на улице воды нет, а тут же мойка стоит, которая подключена к центральному водоканалу. А не техническая вода, не циркуляция воды. Далее о работе оперативного штаба при правительстве Республики Ингушетия по обеспечению бесперебойного электро-, газа и водоснабжения в период священного месяца Рамадан рассказал заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Ужахов. Штаб осуществляет прием обращений от населения и оперативно реагирует на них. В период с 15 мая по 29 число в оперативный штаб поступило 180 обращений граждан, в том числе по электроснабжению 65 обращений, по газоснабжению 7 обращений, по водоснабжению 108 обращений. Причинами обращения населения в оперативный штаб стали следующие аварийные случаи. Аварийное отключение 16 обращений по электроснабжению, замыкание 30 обращений и обрыв сетей 19 обращений. По водоснабжению жаловались на низкое давление воды 32 обращения, порыв трубопровода 26 обращений, нехватка воды из-за интенсивного разбора 37 обращений. Глава Ингушетии в продолжении темы сказал о необходимости исключения всех плановых ремонтных работ на период прохождения священного месяца Рамадан. Кроме того, он отметил, что по каждому случаю отключения электро-, газа и водоснабжения разбираться должны отдельно. Провели расследование по каждому этому обращению. Что соответствует действительно, что не соответствует. Есть ли у вас документальное подтверждение вот этим расследованием? Почему этот вопрос на примере одного села, чтобы не затрагивать те села, где больше всех этих проблем? Если вы не будете разбираться, пока вот у нас пройдет этот месяц, уже полмесяца прошло Рамадан, а у нас нет ни одного даже взыскания по факту вот этих случаев, и по факту оперативного реагирования. Мы же об этом говорили с вами. И представители правительства, вы, и все главы муниципальных образований и руководители ресурсоснабжающих организаций. Почему в течение часа? Почему не в течение 20 минут? Почему сутки? Почему не полчаса, не час, не два? Об этом же разговор. Да. И вы с этими людьми должны выезжать и разбираться. Если с Альёрка позвонили, почему глава говорит, что вода была, а свет был, а он пишет, звонит, что света нет. Кто виноват? Понятно, что мы за всеми не успеем, но для этого есть все-таки поселение, руководители, для этого есть там ресурсоснабжающие организации, муниципальные власти. Мы же в этом весь смысл был. Почему я и раньше всегда об этом говорил? Если на улице какой-то там провод упал, почему этот провод никто не замечает, кроме тех, кто там, просто посторонних людей? Это раз.
Но если он упал, этот провод, надо все это восстановить, то вот эта вся улица должна там видеть руководителя хотя бы районного, который там вместе с ними находится. А не так, что руководителя нет, никого нет, люди звонят, и еще больше ажиотажа. Также руководитель субъекта акцентировал особое внимание глав населенных пунктов на необходимость благоустройства территории. Туда входят все, в том числе в Россельхознадзор, надзирающие структуры туда входят. Эта комиссия едет, где трава выкошена, где бурьяном заросло, где экология, где не экология. Где дороги не так, где перекрестки там заасфальтированы, где ямы заложены. Утвердите эту комиссию, возглавить кто-то там из вице-премьеров и вперед. Конкурс через неделю, там, до 10-го мне доложите. Дороги посмотреть, особенно на перекрестках посмотреть. Там, где Пакжак, Сурхот, Альберт, ну, везде, например, везде. И в селах все эти дороги сейчас, комиссия Ларри, вы уже знали, сколько надо машин щебенки на каждое село, чтобы они их не покупали. И карьеру управления доставляете, и все это там как-то хотя бы эти Пакжак, нанести. Разметки сделать. Пешеходки, лежащие полицейские. Вокруг мечети, вокруг навести порядок. Тарад его чтобы там что-то было. Именно это дело. Где-то подкрасить, освежить что-то. Асфальт положить. Везде, йорт-дай. Каждый жгуна. Каждый жгуна был, чтобы они увидели разницу. Хотя бы лицевая сторона, басртух. Куанар, асфальт, абыл. Далее министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Рашид Суров доложил о строительстве объектов социального значения на территории муниципальных образований в 2018 году. Всего в 2018 году по линии Министерства строительства планируется 37 объектов. Изначально их было 23 объекта. Сейчас они идут по 5 федеральным программам с общим объемом финансирования 3,4 миллиарда. В случае, если эти 5 школ, которые мы дополнительно попросили, пройдут, плюс 2,6 миллиардов еще. Всего планируется по линии Минстроя 15 школ, объекты благоустройства 1, детские сады 17, объекты здравоохранения 3, жилой дом 1. Это мы начинаем, и там есть те, которые переходящие, которые... Да. Также... Глава Ингушетии подчеркнул необходимость разработки главами администрации населенных пунктов плана развития веренных им территорий на ближайшую перспективу. На его подготовку он дал месячный срок. Рина Цачоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24. В ходе другого совещания в Магасе глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что так называемая общественная организация «Духовный центр мусульман Ингушетии» в период священного месяца Рамадан должна была проявить сдержанность и миролюбие, а не делать заявления, не способные никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике. На совещании обсуждалась деятельность этой организации, которая предприняла попытку ограничить взаимодействие власти с обществом. Глава Ингушетии отметил, что организация распространила провокационное заявление в период священного месяца Рамадан, когда, наоборот, нужно проявлять сдержанность и миролюбие. Он также подчеркнул, что священнослужитель должен служить примером для своих прихожан. В ходе встречи свое отношение к происходящему высказали все ее участники. Они осудили действия, которые не способствуют консолидации в обществе, а наоборот разобщают людей. Напомним, что в республике действует управление по делам религии, в состав которого входят в том числе религиозные деятели, тесно взаимодействующие со священнослужителями. Коллективный ифтар провели в сквере Крупного в столице региона. Там уже по традиции был организован шатер Рамадана, который принял более сотни человек. Микаил Тангиев расскажет об этом. Костер, большие котлы, аппетитный аромат – все это коллективному разговению. До ифтара остается совсем немного времени. Жители и гости столицы потихоньку собираются. Здесь установилась особая теплая и уютная атмосфера, которую может подарить людям только священный месяц Рамадан. Проведение таких мероприятий способствует улучшению отношений между жителями нашей республики. Именно об этом говорили приглашенные гости. Они полезны не только для сегодня, для старшего поколения, для подрастающего поколения. Почему? Потому что они
они видят, как за старшим поколением ухаживают, как они уделяют им внимание. И духовно воспитывается человек тогда, когда он все это видит воочию. Это не первый общегородской ифтар, организованный в этом месяце. За короткое время организаторы успели установить шатры и подготовить меню. Священный месяц Рамадан, мы, мусульмане, мы обязаны смотреть за малоимущими, за сиротами, за инвалидами. У нас такая цель в основном приглашать таких семей. Поэтому мы пытаемся проводить такие мероприятия. Наконец пришло время разговения, и приглашенные старейшины первыми приступают к вечернему приему пищи, а за ними и все остальные. Без всяких сомнений, сегодняшний ифтар является ярким примером братства и единства народа. Особенно этому мероприятию рады самые маленькие гости. Все как один отмечают, что участие в таких собраниях даст детям правильное представление культурного и религиозного общества. Ты в этом году держишь уразу? Да. Сколько дней ты уже держал? 4-й день. Скажи, сложно держать пост? Да. А ты знаешь, что какая награда за это полагается? Да. Мэрия города планирует провести еще один ифтар в конце месяца. Кроме того, ежедневно в вечернее время на стационарных постах ГАИ и в шатрах ставят финики и воду, так что каждый, кто в дороге, сможет вовремя совершить разговение. Михаил Танги, Рамзан Миржоев, Новости 24. Предоставление путевок в санаторий, обеспечение бесплатного проезда инвалидам, организация детского отдыха. Эти и другие вопросы финансирования социальных выплат обсуждались в парламенте региона. С докладом выступил министр труда и соцразвития региона. Подробности у Индиры Манкиевой. Говоря о проделанной министерством работе, Зелимхан Котиков отметил, что усилия ведомства были сосредоточены на исполнении мер социальной поддержки граждан, обеспечении установленных законодательством социальных выплат, пособий и компенсации различным категориям граждан, снижении напряженности на рынке труда. Важнейшей задачей была и остается адресная поддержка со стороны государства социально незащищенных слоев населения и в первую очередь поддержка семей с детьми. В 2017 году своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного детского пособия, единовременного пособия на рождение ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия женам военнослужащих, пособия на погребение. Произведены выплаты единовременного денежного пособия при рождении 8-15 ребенка, также одновременно 2, 3 и более детей. Своевременно и без задержек выплачиваются другие выплаты, компенсации и пособия. В прошлом году на санаторно-курортное лечение было предоставлено 147 путевок, обеспечено бесплатным проездом 2184 инвалида. Выплачена компенсация за проезд 1026 гражданам из числа реабилитированных лиц. Перечислены средства на улучшение жилищных условий семьям погибших участников Великой Отечественной войны в размере более 1,5 миллиона рублей. Организована, проведена в 2017 году летняя оздоровительная кампания. В проведении ее приняли участие 4 республиканских лагеря. Это, значит, детский оздоровительный лагерь Эрди, Комарова, Нефтяник и лагерь курорта Ингушетии. В указанных лагерях за лето отдохнуло и оздоровилось 4000 детей и подростков. В первоочередном порядке путевки в детские лагеря предоставлялись детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей. По окончанию отчета у депутатов возникло немало вопросов, да и в процессе подготовки к заслушиванию доклада к парламентариям от самих жителей поступило десятки обращений с просьбой разобраться. У меня вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы в нашем регионе работал федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации? Люди, инвалиды, ставшие до 1 января 2005 года, они вошли в федеральную программу. Начиная с 2005 года, с января месяца, это республиканская программа. Республиканская программа сегодня у нас не работает. По федеральной программе, да, нет, мы эти деньги выплачиваем инвалидам. У нас на 2017 год стояло 254 человека, вот мы сейчас 15 выдали, осталось где-то 238 человек у нас по этой программе. Ежегодно какие-то средства поступают для них. Детские ежемесячные выплаты, организация детского отдыха и трудоустройство инвалидов. Как отметил руководитель курирующего министерства комитета Яхья Белхароев, есть множество пунктов в докладе, по которым дополнительно будут проведены депутатские проверки. В комитете было подготовлено постановление и соответствующие рекомендации.
касательно, ну, в частности, это правительству касающееся, части касающейся правительства, это обеспечивать в полной мере финансирование наших льготников, получателей льгот в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами. Если нет финансирования, естественно, люди не будут получать свои льготы. Также необходимо проводить контрольные мероприятия за правильностью использования финансовых средств. Также Министерству труда республики в соответствии с посланием главы республики необходимо подготовить документацию на строительство нового здания Псидавского дома-интерната. Завершился отчет на том, что министр выразил надежду, что парламент республики окажет содействие в приоритетном решении проблем, связанных с финансированием установленных законодательством социальных выплат различным категориям граждан, проживающим в регионе. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Под председательством главы Ингушетии в Магасе прошло совещание, основным вопросом повестки которого стала деятельность ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр». В частности, речь шла об оптимизации работы учреждения с целью решения вопроса дефицита финансирования. Советник главы Зураб Маршан представил руководителю региона план оптимизационных мероприятий и озвучил ряд предложений для решения сложившейся проблемы. Он доложил, что за 11 месяцев работы в перинатальном центре родились 2784 ребенка. Оказана адекватная стационарная медицинская помощь 6000 пациентам различных групп риска. Советник главы по здравоохранению, в частности, предложил увеличить коечный фонд перинатального центра в отделениях патологии новорожденных и патологии беременных на 20 мест и сократить 20 штатных единиц. Юнус Бекивкуров подчеркнул, что оптимизационный план необходимо пересмотреть, доработать, и на это руководитель региона дал правительству 10 дней. Он категорически против сокращения сотрудников и допустил возможность перевода в другие отделения медучреждения. Юнус Бекивкуров поздравил Хадиу Гурчиеву с назначением на должность главного врача перинатального центра. Понятно? Слово скажем перевод. Вот тогда я соглашусь. А так я запрещаю людей трогать. Все понятно? Все понятно. Нечего было людей баламутить, заводить. Понятно или нет? Переводите. А для этого у нас есть разные схемы. Первая схема, как мы уже говорили, там вновь строящие амбулатории, объекты, которые рядом, а не так, что отсюда Малгобек его отправить на Назрани. У нас Гамурзиева, на Серкорте. Там есть штаты. Вы посмотрите еще раз. Это первый вариант, если там штата нет. Второй вариант. У вас очень много так называемых не узких специалистов, пенсионеров, которые давно уже на пенсии. Если в этом есть необходимость, молодым специалистам дайте дорогу. Дайте дорогу. Третий или четвертый варианты. Ну, и таким образом, сейчас мы сократим. Не будет сокращения, это раз. Вам, товарищ председатель правительства, очень серьезно взяться за этот вопрос, изучить, никому не доверяя. Потому что это перинатальный центр. Это еще не все новости. Сразу после рекламы вы увидите. Пристегнитесь, братья. Акцию безопасности провели ГИБДД, Коммолодежи и отряд добровольчества. Скоро садик покидаем, скоро в школу нам идти. Выпускной сегодня провели в детском саду «Волшебный замок». Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.Хом и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.Хом. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем. Местные жители и гости столицы теперь могут совершать пятничный намаз одновременно в 2 местах. В Магасе на прошлой неделе прихожане впервые совершили коллективный намаз во дворе строящейся мечети. Здесь для них за несколько дней построили временный павильон для совершения русбы на 700 прихожан. Связано это было с нехваткой мест в мечети рядом с МВД.
وبخوشناها ملا حاشل بخناها دخوز دولش تخيت الدولجة صبرت برو أخبيه تخن يماجك ير ماجك واحد يا ماجك ديونا لامزي نخال أربون ده متجون ده ديون وتخوش بيان برت بيا سمتجر تا إيجا هالام ليش متشكي قوة في بياسك نيسفين ده يخدي هنا شيء هنزوج ده متجي لامز ده دولج أوز لامز شنه لامز ده دولج نخ الله تبغاش وساتي شليلي متجي وين دواج دوين يخلا خلينا ناخا صبرت بمتجي ناخا تأخذ دولج ما قاس حبيش تساعد بوسي دوز ما قاس باش ناخا بوخلوشت حاشل باش ناخا شنه روز بدولج برت بمتجي شان خود دولج دخيت دولج برت بيادي هنا إسخام بيان عاشق متجي قوية. В детском реабилитационном центре прошел благотворительный концерт. Детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей порадовал Центр дополнительного образования «Зажги свою звезду» под руководством народного артиста Ингушетии Артура Хулагова. Залина Могушкова расскажет подробнее. Народный артист Ингушетии Артур Хулагов в программе своего благотворительного концерта включил нашиды из своего собственного альбома. В концерте прозвучало 11 нашидов на 3 языках – на русском, арабском и ингушском. Именно таким образом Центр дополнительного образования «Зажги свою звезду» решил порадовать детей с ограниченными возможностями в предстоящий День защиты детей. Центр не в первый раз организовывает подобные мероприятия. Они приезжают сюда, как правило, с развлекательной программой и сладкими подарками на любой праздник. В рамках учрежденного года добровольца-волонтера мы проводили на территории образовательных организаций, как дошкольных, как и образовательных организаций, 7-ю акцию «Добровольцы-дети». Мы проводили театрализованное музыкальное представление, которое называется «По страницам добрых сказок», где были билетная стоимость, на базе домов культуры мы это проводили. И все эти сборы, которые мы организовали, сегодня, как вы видите, мы уже раздаем подарки, посещаем реабилитационные центры, также стационарно будем раздавать подарки детям. Организаторы сумели подарить частичку счастья всем присутствующим, вдохновив их тем самым не опускать руки и продолжать бороться со своим недугом. Для детей выступила и Анжелика Миржоева. Она исполнила песню о маме, которую хотела бы вновь видеть. Анжелика абсолютно слепа. Она хоть и не видит своих зрителей, но поет так проникновенно, что трогает сердца каждого. Это не единственное мероприятие, которое подготовили представители Центра дополнительного образования «Зажги свою звезду». В предстоящие дни они планируют порадовать своими выступлениями детей всей республики, а также регионов Северного Кавказа. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. «Пристегнитесь, братья». На акцию под таким названием провели сотрудники Комитета по делам молодежи республики совместно с представителями ГИБДД и отрядом добровольчества. Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее. С таким посылом организаторы вновь обратились к водителям. Проблема дорожной безопасности на сегодня стоит как никогда остро. Поэтому эта акция в очередной раз служит напоминанием о последствиях пренебрежительного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Активисты раздавали водителям флаеры, клеили наклейки, агитирующие соблюдать ПДД и пристегивать ремни безопасности. Каждый соблюдает юрий, обычно новый арвиал водитель, вот недавно который взял права, он более аккуратно ездит, чем вот со стажем. Со стажем думает, что он все знает, и поэтому иногда бывает нарушает. Само цаюря. Азхэка машин дахалес сплошное нарушает цедури, право нарушает цедури. Азхэка хударуй. Азхэка сого зулмыш изга худар. Хил изаяхажа хэкаш буэн зум даже буэн. Так, мяш таудуж шинян таудуж мяш замсек тагана тихи машин тихи да наны юах во да иши юах вош во таган хайнт дич асхам мыш хэта да яна асхам керт дич юузу гуэрсак царди дэх дарс кизиго машин юузер киз шортига хэкари зулмыш кизга худар.
Сотрудники администрации Карабулака раздали продукты первой необходимости малоимущим семьям. В списке наиболее нуждающихся были 6 семей. У некоторых условия для проживания оставляют желать лучшего, другие только пережили пожар, который уничтожил домовладение. Поэтому продуктовая помощь оказалась очень кстати. В администрации города надеются, что подобного рода акции станут хорошим примером для наших состоятельных жителей, чтобы оказывать помощь малоимущим. Ведь особенно сильно это ценится в священный месяц Рамадан. Наша прямая обязанность оказывать тем людям, которые сегодня находятся в таком тяжелом положении, оказывать им материальную помощь и душевную, духовную, я не знаю, во всех проявлениях этого смысла мы обязаны, не то что должны, обязаны оказывать помощь этим людям. Что, мы надеемся, что вот это, на нашем маленьком примере и другие люди, которые имеют в городе бизнес, имеют предприниматели, имеют определенные большие доходы, тоже последуют нашему примеру и будут тоже выявлять и оказывать материальную помощь тем людям, которые нуждаются. Куда уходит детство? Наверное, в край чудесный. Сегодня в волшебном замке прошел выпускной. Малыши к своему 6-летнему рубежу подошли со всей ответственностью. Танцпол, цветы, вкусные презенты и, конечно, ностальгия по мере возможности. Дана Плиева растрогалась. Под зажигательную музыку 80-х дошколята открывают свой первый в жизни выпуск. Ребята, как самые настоящие стиляги, отплясывая на импровизированном танцполе, дарят всему залу заразительный азарт и веселье. Ведь совсем скоро эти 6-летние непоседы сядут за парты в стенах нового здания школы. А пока каждый из них наслаждается праздником. Сегодня было интересно, классно. Мы сегодня плясали, нам давали подарки, мы пели, танцевали. Готова к школе? Хочешь пойти туда? Молодежь как толпа, а поступки, а слова. Посмотрите на их моды, разоделись обормоты. Смешные сценки, стихи о школе и различные танцы. Как для детей, так и родителей этот выпуск станет одним из самых приятных воспоминаний. И все благодаря стараниям воспитательниц. Некоторые даже невольно танцуют в сторонке, напоминая движение и подбадривая улыбкой самых стеснительных. Эти дети ходили в наш сад с 3-летнего возраста. Теперь они уже школьники, будущие пойдут в школу. Мы за них, конечно, волнуемся, нам жаль расставаться, но мы уверены, что этим детям легко будет в школе. Так как в нашем саду они приобрели много умений, знаний, навыков. Мы желаем им, конечно, успехов, удачи, смелости и побед в будущей жизни. Дети расстаются с вами. Очень приятно, что они у нас становятся взрослее, идут в школу. Они идут в школу готовыми. Это все благодаря вам. За ваш труд, нелегкий труд, очень кропотливый, сложный труд. Большое вам спасибо. Тяжело прощаться с садиком и родителям. Многим из них сложно передать слова благодарности за всестороннее воспитание и чуткое отношение к своему ребенку. Прекрасное руководство, педагогический состав, в числе которых и узкие специалисты, логопед, психолог, занятия спортом, собственный бассейн, детская площадка способствовали развитию творческих и физических навыков детей. Марина Могушкова, как мама и работник садика, знает об этом не понаслышке. Сегодня здесь выпускается ее дочка Дана. По характеру, можно сказать, как старушка она у меня. Слишком много знает, можно сказать. Я бы сказала, что здесь она раскрылась. Она в школу хочет пойти, но здесь у нее хорошая база, хорошая подготовка. В школу она очень хочет, ждет, не дождется. Какой же праздник без цветов? Дети их дарят всему педагогическому составу и директору сада Рафиде Долгиевой. А один из воспитанников подошел к этому моменту довольно креативно. Это уже поколение, оно будущее наше. Поэтому очень бы хотелось, чтобы они все стали полезными для нас, для нашей республики. Для 87 воспитанников настала пора прощаться с самым беззаботным временем их жизни. Дети вручили памятные подарки и их первые дипломы. Дана Плиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Назрановский аграрный техникум имени Идриса Зязикова объявляет прием студентов на 2018-2019 учебные годы. На контрактной основе по специальностям экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения. Прием документов ведется с 1 июня. На бюджет по специальностям агрономия, землеустройство, зоотехния и ветеринария. Прием документов с 20 июня по 30 июля. За дополнительной информацией обращаться по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.